Доброе утро, Республика! Начинаем новый день. Вместе с вами на Якутия-24. Вероника Тамтосова. Что у нас интересно? У нас, как всегда, море всего интересно. Главное сегодня масса полезных советов, дорогие дамы, именно для вас. Какие, расскажу чуть позже. Также мы перенесемся, посмотрим в Китае, как цветет вишня. Это прекрасное зрелище. Хочется сразу куда-нибудь отправиться, где уже яркие краски весны нас окружали бы. Да, поговорим с нашими гостями. И сегодня у нас в гостях будут участники проекта «Танцуй». То есть вы, наконец-то, сможете услышать, каково это начинать танцевать в взрослом возрасте. Вот такие у нас сегодня замечательные новости. Ну, конечно, не пренебрегаем, что сегодня знаменательный день. Почему? Расскажу обязательно. Вы проснулись? Нет? Ну, смотрите, можно, конечно, поспать днем, но не всегда это удается. Недавно я задумалась, почему после сна в дневное время люди чувствуют прилив сил. Но об этом расскажу сразу после того, как, конечно, спрогнозируем, что сегодня одеть. А почему это важно? Ну, потому что я дождалась-таки. Сегодня днем в Якутске температура со знаком плюс. Ну, сначала по районам. Итак, в центральных районах сегодня минус 4, минус 9, в заречной группе 5-15 ниже 0, в южных 4-8 градусов мороза, в Вилюйской группе минус 5, минус 6, в Нижнеленских 10-16 ниже 0, в западных 4-6 градусов холода, в Колымо-Эндигирской группе улусов минус 16, минус 27, Янских 14-28, на северо-западе 10-32 градусов мороза, в Якутске температура воздуха в 6 часов утра минус 4 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западно-юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, но температура просто сказочная. Плюс 1, плюс 3. Господа, официально заявляю, весна к нам наконец-то пришла. Ну, по крайней мере, так нам утверждали специалисты, что как только станет выше 0, все, это весна. У нас такие уже еще весенние кадры, но еще со снегом, но это не важно. Итак, я обещала рассказать, почему днем спать опасно. Вот иногда ощущаешь прилив бодрости, а порой чувствуешь себя разбитым. В основном желание поспать днем появляется у тех, кому недостаточно сна в ночное время. Как правило, это люди, работающие по ночам или испытывающие серьезную физическую и психологическую нагрузку. Лучше всего, конечно, выспаться ночью, однако, если очень нужно, то можно вздремнуть и днем, но не больше 20 минут, чтобы сон не перешел в глубокую фазу и было легче проснуться, замечает специалист. Если спать долго, могут появиться головные боли, ощущение разбитости. Это обусловлено инерцией сна. Когда человек засыпает, организм готовится войти в режим сна на 7-9 часов. При неожиданном пробуждении после длительного дневного сна возникает дезориентация. Мозг и тело испытывают замешательство. Этим и объясняется ухудшение самочувствия, подытожила эксперт. Лучшее время для дневного сна с 13 до 15 часов. На время отдыха нужно затемнить комнату, либо использовать маску для того, чтобы сон был, правда, полезным. То есть, чтобы у организма создавалось ощущение, что, да, вы решили вздремнуть и получить от этого заряд бодрости. Ну, я надеюсь, что у вас не возникнет такой необходимости, но если, правда, бывают такие случаи, то у кого, конечно, где-нибудь в Испании, в Италии, где есть у нас сиеста, да, берем пример и спокойненько в рабочее время говорим, вот, мне нужно 15 минут отдыха, чтобы расслабиться и вздремнуть, и дальше работать. Ну, а если вы мечтаете стать долгожителем, это совет для вас. Почему? Вы не делали зарядку? А вот, смотрите, специалисты утверждают, что люди, которые регулярно делают утренние упражнения, живут в среднем на 7 лет дольше тех, кто ими пренебрегает. Так что на зарядку становись! Всем доброе утро! Давайте вместе со мной сделаем зарядку. Сделали вдох, выдох, еще раз глубокий вдох и наверху выдох. И последний раз глубокий вдох с приседом и наверху выдох. Наклоны головы в правую сторону. Раз, два, три, 4, 5. Влево. Раз, два, три, 4, 5. Аккуратно вперед. Раз, два, три, 4, 5. И назад. Раз, два, три, 4, 5. Руки перед собой, кисти рук влево, вправо, локтевой сустав вовнутрь. Раз, два, три, 4, 5. И внаружи. Раз, два, три, 4, 5. Руки на плечи, круговые движения вперед. Раз, два, три, 4, 5. И назад. Раз, два, три, 4, 5. Руки на пояс, круговые движения тазом в правую сторону по 5. Раз, два, три, 4,
5. И в обратную сторону. Раз, два, три, 4, 5. Руки на колени, круговые движения вовнутрь. Раз, два, три, 4, 5. И внаружи. Раз, два, три, 4, 5. Стряхнули ноги. Первое упражнение у нас будет называться динамические приседания. Мы будем приседать и сразу прыжок. Работаем с вами по 10 раз. Начали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Стряхнули ноги. Следующее упражнение называется выпад назад, колено вперед. Встали, сделали выпад, шаг назад и выдох по очереди. На каждую по 5 раз. 2, 3, выдох, 4, 5, 6, 7, выдох, 8, 9 и 10. Сделали вдох, выдох. И еще раз вдох, выдох. Желаю вам удачного дня. Замечательные пожелания, я думаю, все взбодрились. Итак, вспоминаем, сегодня 4 апреля, да, проснулись, отлично. Вот на Руси считалось, что в этот день нельзя было шить, вязать, вышивать. Запрет касался девушек, которые могут зашить свое будущее счастье. Нельзя было убивать пауков, был риск остаться без денег. Ну, кстати, пауков вообще очень многие приметы не советую убивать. Народные поверья, пришедшие из давних времен, полны странных, а порой забавных для современности правил. Воспринимать их за чистую монету, конечно же, не нужно, но знать, как жили люди несколько веков назад, чему верили и чего боялись, это очень интересно. Разве не так? Ну а прямо сейчас узнаем, чем знаменателен день сегодняшний. На календаре 4 апреля. Сегодня день интернета, день веб-мастера. По народному календарю Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник. В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Это день в истории. 1833. Вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». 1856. Начались приключения самой редкой из когда-либо напечатанных марок марки колонии Британская Гвиана, сегодня Кооперативная Республика Гаяна. 1932. Впервые выделен витамин С, аскорбиновая кислота. В этот день родились Пьер Поль Прюдон, французский художник. Майн Рид, английский писатель, автор приключенческих романов. Карл Сименс, немецкий и британский инженер, металлург. Ефим Волков, русский художник, пейзажист, академик. Юрий Герман, советский писатель, драматург, киносценарист. Именины сегодня отмечают Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина и Таисия. Ну а прямо сейчас спешим настроить вас на рабочий лад и поделиться последними новостями. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Сотрудники Госпожнадзора взяли на учет 84 объекта, на которых пройдут соревнования, тренировки, культурные мероприятия и будет организовано проживание и питание участников 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Инспекторы ведут контрольно-надзорные и профилактические мероприятия, прошли более 50 проверок, по результатам которых выдано 35 предписаний об устранении нарушений. В период проведения соревнований для обеспечения безопасности участников будет организовано дежурство сотрудников регионального управления МЧС России. Ежесуточно будут дежурить 80 человек и 14 единиц техники. С 3 апреля на ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях снижена грузоподъемность до 30 тонн. Дорожные службы, обслуживающие переправу, еженедельно делают замеры льда. На 3 апреля в районе протоки его толщина составляет 125 сантиметров, что и повлияло на снижение грузоподъемности. Уже с 10 апреля грузоподъемность снизится до 20 тонн, а на 20 апреля запланировано официальное закрытие переправы. Уважаемые граждане, предупреждаем, что после закрытия переправа будет являться несанкционированной, будет
выставлены посты. Работать будет административная комиссия по выявлению несанкционированного выезда транспорта на лед, также выхода граждан на лед. За данное нарушение будут привлекаться к административной ответственности в виде наложения штрафа. Работа на ледовой переправе в Верхневилюйском Улусе идет исправно и своевременно выполняются все должностные инструкции. За весь период происшествий аварий не было. На 2 постах с обеих сторон реки работают видеофиксаторы, ведется наблюдение и запись журнал. Длина дороги на переправе 1200 километров, ширина проезжей полосы 20 метров. Сроки снижения грузоподъемности и закрытия ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от состояния ледового покрова и погодных условий. Толщина ледовой переправы, минимальное состояние 119 сантиметров, а по средним статистическим показателям 120-130. Понижение следующей тоннажа официально будет выявлено 10-го и закрытие полной ледовой переправы 15 числа в этом месяце. Структура льда кристаллическая, нормализированная, искусственное это отолщение 15 сантиметров из 119. Служба спасения Якутии проводит профилактические мероприятия для детей и взрослых, обучая их правилам безопасности и первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Спасатели рассказывают о том, как избежать травм в гололед и как правильно действовать в случае получения травмы. Демонстрируют оснащение оборудования, чтобы показать, как работают спасатели. Такие встречи помогают формировать у населения культуру безопасности, что является важной составляющей снижения уровня травматизма и повышения готовности к чрезвычайным ситуациям. Подобные занятия для школьников и студентов прошли в Верхневилюйском, Ленском, Нерюнгринском и Алекминском районах, а также поселке Кангаласы и городе Якутске. Медперсонал Чурапчинской центральной больницы начал свою работу в новом объекте. Напомним, недавно введена в эксплуатацию долгожданная 2-я очередь больничного комплекса. Теперь все находится в одном здании. Поликлиника на 100 посещений в смену, терапевтическое отделение на 23 койки, женская консультация, детская консультация, дневной стационар при терапии, стоматологическое отделение и отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями. Также в хозблоке расположено тяжелое медицинское оборудование, МРТ и отделение скорой медицинской помощи с отдельным боксом, гаражом и складом. Вот такие у нас отличные новости. Мы продолжаем. Малая академия наук Республики Саха-Якутия с 25 марта по 2 апреля 2024 года провела проектную смену «Космомания». Этот проект проводится с 2021 года в рамках деятельности регионального центра выявления и поддержки одаренных детей при поддержке целевого фонда будущих поколений республики. В этом году в смене приняло участие 56 школьников из Гонконга и Якутии. Стратосферный зонд, созданный руками школьников из Якутии и Гонконга, запущен в селе Чапаев Хангаласского района. Космический объект взлетел на высоту 31 километр 500 метров и спустился на правом берегу Лены возле села Хатачу. Сегодня у нас в гостях руководитель образовательной программы проектной смены «Космомания» Вячеслав Аргунов и ученица 7 класса городской классической гимназии Кюней Заболотская. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. Ну, расскажите, очень интересный проект. Что это за проект «Космомания», кто принимает участие? Ну и у него достаточно богатая уже история должна быть, да? Да, «Космомания» у нас уже идет 4-й год подряд. Это была 4-я смена. Проводится она традиционно весной каждого года. В этом году компания несет такой международный характер, потому что с нами участвовали дети из Гонконга. Вот всего, как вы сказали ранее, было 56 детей. Прошло все очень отлично, на хорошем уровне. Хотел бы отдельно поблагодарить наших экспертов, которые работали непосредственно с детьми по проектным направлениям. Вот. В целом, основной целью и задачей по «Космомании» является это поддержка и развитие научно-технологического интереса к науке, потому что сейчас детей, которые заинтересованы, занимаются наукой, становится все меньше, к сожалению, поэтому, да. Вот. Настолько научных направлений, кажется, что больше. Да, Малая академия наук старается поддерживать любые научные направления, научные исследования. И вот «Космомания» одна из таких программ, которая собирает ребят, которые интересуются именно развитием в космической сфере. Ну, вот мы видим фотографии, да, у ребят очень заинтересованно слушают, мне кажется, всем было интересно. И скажи, пожалуйста, а ты выбрала это направление сама, может быть, родители подсказали, что-то прочитала, не знаю, одноклассники подсказали. Почему решила заниматься очень интересным таким космонаправлением?
Ну, космонаправлением я решила заниматься именно по ракетостроению, потому что у меня был опыт, и очень интересно именно это направление мне было. Так, вот с опыта подробнее. У меня опыт был в этой школе, моей городской классической гимназии, в 5 классе. Мгм. Мы запускали ракету вместе с нашим учителем. Мгм. Ракета была, конечно, имеется в виду, немножко неудачной. Она взлетела, но начала крутиться. Мгм. Ну, то есть там не хватало каких-то, видимо, Да, аспектов, параметров, чтобы доработала сейчас. да. Как отбирали детей? Всего, получается, у нас поступило порядка 250 заявок с различных школ по всей республике. Изначально мы отправляли им программу примерно за 1,5 месяца до старта программы. Основной момент, на который мы обращали внимание, это, конечно, участие детей в различных конференциях. Пусть это даже будут школьные конференции, региональные, наличие грамот, участие в олимпиадах. Но и особое внимание мы уделяли эссе. То есть мотивационное эссе, потому что основной целью было найти заряженных, мотивированных ребят, которые готовы на протяжении 9 дней работать. Это на самом деле довольно сложно. И вместе с экспертами по каждому из направлений мы проводили отбор точечно по каждому направлению. Ну, получается, мероприятие несет такой международный характер. Каково тебе было познакомиться с ребятами из Гонконга и как вы нашли общий язык? Это было, конечно, очень интересный случай. Я, конечно, не ожидала этого, но в программе было очень хорошо написано, что мы будем там знакомиться, они очень дружелюбные. Конечно, было очень сложно коммуницировать, потому что я больше вот в русском сильна, чем в английском. Поэтому... Есть повод доучить. Да, есть повод доучить, конечно. Ну, вы запускали уже целый объект, то есть это уже такой серьезный шаг вперед для детей. Кто принимал участие, как вообще решили на такое значительное событие, потому что это серьезно же спроектировать, потом запустить, отследить, уже прям научная работа настоящая. На самом деле, именно направление по спутникостроению у нас началось с детьми из Гонконга еще в ноябре. То есть начались онлайн-лекции, подготовка оборудования, программное обеспечение. В целом с нами принимали участие коллеги из Сибирского государственного университета имени Решетнева. Они работали и непосредственно с детьми по сбору спутника. Они делились на 3 направления. Это физики, аэрономщики, вот, и те, кто собирали именно сам спутник. То есть Можно механики. сказать, что все прошло успешно? Да, все прошло супер, все прошло хорошо. Спутник взлетел у нас на отличную высоту, получили данные. А данные у нас именно по составу определенных газов, по ветру, температуре, влажности, ПМ2,5. И вот, Это все очень интересно. сложно, Да. но понятно, что главное, мы добились поставленной цели. Какие дальнейшие планы? В дальнейшем мы хотим продолжать данное направление, то есть космомания у нас будет ежегодно, также планируем в следующем году. Но хочется отметить очень интересный момент, что к концу этого года при поддержке Малой академии науки Целевого фонда будущих поколений мы планируем запустить настоящий спутник небольшого размера, CubeSat, который летает на высоте порядка 550 километров, и над этим проектом у нас тоже работают дети. То есть, получается, вы будете принимать участие? Да, я планирую принимать Вот, участие мы в теперь следующем узнали году. о планах кино. Какие еще знания ты получила и где будешь их применять в дальнейшем? То есть, может быть, уже есть какая-то новая тема научной работы, новые планы по конференциям? Может быть, ты в Гонконг поедешь? Нет, в Гонконг я пока не планирую ехать. Я именно собираюсь НПК написать про именно ракетостроение, как я ее запустила, что у меня там было, какие сложности были. В основном именно по конкретной работе у меня не было прям конкретных НПК. Ну, то есть, получается, ты хочешь использовать полученные знания как практическая часть уже научной работы. Да. Ну и в дальнейшем, видимо, развивать ее, раз уже будет настоящий спутник. Очень интересно. А какие еще направления были? Потому что мы знаем, что не только спутникостроение, но что-то еще. Да, в этом году космомания включала в себя 5 направлений. Помимо спутникостроения у нас было дистанционное зондирование Земли, ракетостроение, исследование атмосферы и научная журналистика. Вот. По дистанционному зондированию Земли дети у нас участвовали именно в обработке спутниковых снимков, получили очень классные результаты. Они исследовали параметры плейстоценного парка. Вот, по ионосферным исследованиям ребята изучали регистрацию очень низкочастотных сигналов, то есть регистрацию тех сигналов, которые у нас постоянно витают вокруг нас, регистрировали, исследовали, получали очень интересные картинки, данные. По ракетостроению ребята как раз-таки запускали ракеты. Всего было запущено 7 ракет. Все ракеты у нас, практически все ракеты у нас взлетели, получили определенные результаты. И что интересно отметить, ребята своими руками собирали ракеты, своими руками их запускали и также настраивали оборудование, то есть это
GPS-сигналы, чтобы в дальнейшем потом искать Ну, эти то есть я ракеты. понимаю, что я от них отстала. В современной действительности у этих детей, по-моему, получиться стоит мне. Геннадий, скажи, пожалуйста, ты хочешь связать свою жизнь с космосом, с научной деятельностью в сфере космоса, может быть, с ракетостроением прям уже? Свое будущее я собираюсь связать наукой, но именно не ракетостроение, а вот именно изучение космоса, что-то типа астрономии или спутникостроения как раз-таки. Спасибо огромное, что пришли, что поделились такой интересной информацией. Очень талантливые дети. Геннадий, поздравляем тебя с твоими первыми шагами в науке. Я уверена, что ты добьешься успехов в любой сфере, не обязательно в космосе. Может быть, научная сфера твоя выйдет еще за пределы. Ну и ждем, когда наши дети соберут не один спутник и выйдем на мировой уровень. Спасибо. Спасибо. Как хорошо, когда у детей есть возможности развиваться, творить и созидать. Конечно, это заслуга не только преподавателей, но и семьи. И очень жаль, когда у некоторых детей в силу различных обстоятельств нет самого важного – поддержки и опоры родных и близких. На очереди рубрика «Пусть мама придет». И мы хотим познакомить вас с 14-летним Сергеем. Он покорил нас своей открытостью и доброжелательностью. Знакомьтесь, Сергей. Ему 14 лет. Он активный участник различных конкурсов и соревнований. Сертификат участника по шахматам вот есть. По перетягиванию каната 1 место еще есть. Сергей очень хорошо играет в баскетбол, ловко и точно забрасывая мяч в кольцо. А еще он занимается борьбой. Любит Сергей и творчество. Он с удовольствием овладевает 3D-ручкой, создавая разные интересные поделки. Сергей очень хочет обрести семью. На улице уже ощущается весеннее настроение. Даже если не всегда плюсовая температура, внутри каждого уже поселилось неповторимое ощущение радости, пробуждения, вдохновения и желания творить, наблюдать за преображением природы. И как только повеет теплом, проводить больше времени на улице, приятно прищуриваясь и ощущая солнечные лучи. Снежные иглы, бег с препятствиями и перетягивание каната. Более сотни сотрудников Алроса проводили зиму на горнолыжной базе «Алмазная долина». Каждый участник смог проявить креативность, показав свои таланты в стройке эскимосских домиков или конструировании овощных машин. Подробнее в следующем сюжете. Если вам и вашим коллегам не хватило теплых домиков для аренды на выходные, не беда. Эти сотрудники Алроса строят свое место отдыха сами. Чтобы собрать эскимосский домик, участникам понадобились ножи, лопаты и теплые перчатки. Самые горячие строители поснимали пуховики и собирали снежные кирпичи в футболках. Строим юрту. У нас, конечно, получается так себе, но мы учимся, стараемся, и у нас все будет круто. Пилу в руки лучше любого обогревателя зимой. Самый смышленый участник на соревнования привез электропилу. Блоки для иглу получились ровными, а щели между ними минимальными, как и требовало задание от профсоюза «Профалмаз». За 3 часа на Алмазной долине выросло 7 ледяных домиков. Как выяснилось позже, до прихода судей устояли лишь 2. Что, дорогой, погадать? Выбирай свою судьбу, свою дорогу. Короли и дамы. Девушки, как и положено хозяйкам, готовили чай в самоварах и радовали коллег яркими образами. Цыганки, пчелки и хирурги. Своя атмосфера и у мангалов. Приготовить вкусный шашлык одно, но красиво его подать совсем другое. Креативные участники строили овощные автомобили, собирали мясные букеты, возводили замки из закуски. Я ходил по командам, мы проверяли конкурс «Шашлычок». И на самом деле это очень интересный конкурс и вкусный, я бы сказал. «Зимушка-зима» – традиционное мероприятие культурно-спортивного комплекса для молодых специалистов. Так что кроме творческих заданий конкурсантов ждали и спортивные этапы – бег с препятствиями, катание на тюбингах и перетягивание каната.
Более сотни участников спартакиады из Мирного, Айхала и Удачного. Самыми дружными и сплоченными оказались сотрудники КСК и Айхал Трансгаз. Второе место забрали специалисты УГОКа и АДТ. Бронза у медицинского центра. Финал спартакиады «Спортфест» пройдет в конце 2024 года. Пожалуй, до этого времени жители района не раз вспомнят этот день. Я участвовала в маринаде шашлыка и в презентации, соответственно, его же самого. Я довольна. И вроде довольны все, соответственно, душа поет. Медицинский центр, команда «Эндорфины». Яркие, эффектные, настроение классное. Я при кухне вот, и болею, очень-очень болею за свою команду. Команда газовых дел мастера ООО «Айхал Трансгаз». Елизавета Седых, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Сколько позитивных лиц, прямо заражаешься энергетикой. Забавно, не правда ли, построить эскимосское иглу своими руками? А знали ли вы, что эскимосы первыми в нашей стране встречают утро нового дня? Это самый северный народ мира и самый восточный народ России. Эти люди до сих пор хранят и оберегают свою культуру и самобытный лад, а также традиции. Одна из таких традиций – это прически. Так, традиционная женская состояла из 2 кос с пробором посередине. Мужчины стригли волосы, оставляя длинные пряди на макушке, либо гладко выстригали макушку, оставляя кружок волос вокруг нее. Иметь шикарные длинные волосы – мечта многих. А вот что с ними делать и как заплести необычную косу, узнаем в следующем сюжете. Сегодня мы вам покажем простую, но красивую прическу на каждый день. Для этого надо сделать высокий хвост и разделить волосы на 3 пряди. Берем по краям побольше волос. Посередине прядь волос должна быть тоньше. Разделили и начинаем плести косу. Коса не должна быть сильно натянутой. Нужно сделать ее более такой свободной, чтобы она была объемной и красивой. То же самое делаем с одной стороны. Эта прическа легкая в применении, но кажется, как будто это сложное плетение. И берем наш средний локон и начинаем продевать ее через наши косы. Надо сначала более сделать объемными. Начинаем продевать через косы. И соединять их. Можно делать такие косы детям в школу или самим на каждый день. Так. И в конце мы все это дело соединяем одной резинкой. Можем теперь снять. Будьте неповторимы каждый день. Ну, косы — это очень красиво. Что уже загорелись получить такую шевелюру? Ну, тогда следующий совет для вас. В последнее время многие люди в соцсетях с восторгом отзываются об эфирном масле розмарина, утверждая, что от него волосы становятся гуще и быстрее растут. По словам американского дерматолога Мишель Грин, розмариновое масло защищает шевелюру от окислительного стресса и УВ-излучения. А еще оно предотвращает выпадение волос и улучшает кровообращение в коже головы. Одно из исследований показало, что розмариновое масло протестируемый рост волос у мышей, то есть оно простимулировало их, у которых они выпадали вследствие воздействия тестостерона. А в ходе другого выяснилось, что средство оказалось столь же эффективным, как 2% миноксидил, применяемый при выпадении волос при андрогенетической аллопеции. По словам Грин, необходимо
По словам Грин, необходимо строго следовать инструкциям конкретного продукта, который вы приобрели. Однако чаще всего перед нанесением на кожу нужно разбавить его базовым маслом, например, кокосовым или органовым, 2-3 капли эфирного масла на 2 столовые ложки базового. Кроме нанесения непосредственно на кожу головы, такое масло добавляют в шампуни или маски для волос. Как отмечает эксперт, для заветного эффекта может понадобиться несколько месяцев регулярного применения средства, а обладателям чувствительной кожи рекомендуется перед первым использованием провести аллергический тест. Но мне кажется, это очень интересно. Вообще, эфирные масла, они крайне полезны в разных направлениях нашей жизни. Поэтому нужно просто очень внимательно к ним относиться. Ну и, конечно, так как это природные масла, да, не ждать быстрого эффекта. То есть нанесли, а завтра у вас шевелюра до колен, такого, к сожалению, не будет. Но если вы будете регулярно, аккуратно и по инструкции пользоваться, то, уверенно, достигнете нужного результата. Сегодня четверг, время премьер. Давайте же узнаем, что нас ждет в кинотеатрах на широком экране. Добро пожаловать в старшие классы, где каждый день идет борьба за выживание. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Привет. Заблудилась? Семейная комедия «Формула популярности». Гениальность одаренной 12-летней Эрвин не ценится сверстниками. Однако все меняется, когда она изобретает химическое вещество, способное сделать людей популярными. С этого момента школьная иерархия переворачивается с ног на голову. Исполнив свою мечту о популярности и признании, Эрвин наконец узнает, что для нее действительно важно. Мы остались на мели. Ты не виновата. В культовом фильме ужасов «Ведьма. Деревня проклятых» режиссер показывает жизнь индонезийской глубинки, демонстрирует древнее искусство ваянг, яванский кукольный театр и его связь с местной мифологией. Но и нагнетать страх режиссер умеет как никто. Отчаянно нуждающаяся в деньгах Майя узнает, что она стала наследницей большого дома в дальней деревушке. Девушка решает продать этот дом и берет с собой за компанию подругу Дини. Но местность хранит мрачную тайну. На ее жителей наложено жуткое проклятие. Все дети, рождающиеся там, появляются на свет без кожи. Ты лишь недоразумение и не должна жить. «Ведьма. Деревня проклятых». Многие века мы жили в гармонии. Фильм «Годзилла и Конг. Новая империя» выступает прямым продолжением первой части серии «Годзилла против Конга», которая вышла в прокат в 2021 году. Картина собрала в прокате более 450 миллионов долларов при бюджете в 155. Годзилле и Конгу придется объединиться перед лицом новой угрозы, которая представлена в виде сразу двух монстров. Во второй части на экранах появятся как знакомые по первому фильму персонажи, так и новые лица. Главным действующим лицом станет Траппер в исполнении Дэна Стивенса. В их последнюю встречу Конг едва не погиб. Им не обязательно быть друзьями. Главное — быть союзниками. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра.
всяком случае, теперь мы в курсе, что идет в кинотеатрах, и точно проснулись. Ну а если у вас нет желания выходить из дома в эти выходные, то предлагаю вам провести воскресенье вместе с нами на телеканале «Якутия-24». У нас стартовал второй сезон проекта «Танцуй». В прошедшее воскресенье зрители познакомились с участниками проекта. Это 9 пар, в каждой из которых один любитель, второй хореограф. Все они яркие, целеустремленные и очень амбициозные. Они все разные, но цель одна – это танец. Давайте познакомимся с ними поближе. Самой первой пришла на проект Катерина Платонова. Она работает преподавателем в полицейском колледже. Любит танцевать с детства. Я сама уроженка Мигно-Кангаласского района. Я раньше работала в структуре МВД, а теперь делюсь своим знанием и опытом со своими студентами. Чета хореографов Никитиных – участники первого сезона проекта «Танцуй». Альберт в этот раз танцует в паре с Катериной. Музыку уже подбираем потихоньку, базу выучили, заряжены, будем зажигать. В Жатае найти еще одного хореографа помогла также победитель первого проекта Виталина Брлякова. Ее коллега трудится в школе искусств городского округа Жатай. Танец джайв сложный, такой довольно-таки ритмичный, но Миша справляется с поставленными задачами. Я думаю, основные движения мы отработаем, все у нас будет хорошо. Самое главное – музыкальность, а это есть у него. Ее партнер Михаил Сафонов нашелся также в Жатае. Это наш последний участник, кого мы пригласили с радостью на проект. По просьбе моих знакомых и друзей Анны, она попросила меня поучаствовать в этом проекте, так как у нее не было напарника ближайшего. Ну и я, недолго раздумывая, согласился принять участие в этом проекте. Проект, по всей видимости, замечательный, потому что я получу какие-то определенные навыки в танце. Будет работать Анна со мной. А я знаю, что Анна человек с опытом в этом деле. Всего в проекте участвует 9 пар. В финале останутся 5 самых ярких и интересных пар. Так что смотреть и болеть за понравившихся участников стоит еще и потому, что все они работают в разных сферах, далеких от танцевального искусства. Но всех их объединила любовь к танцу. Действительно, проект «Танцуй» — это одно из самых ярких шоу на нашем телеканале. Второго сезона зрители ждали с нетерпением. К нему танцоры готовятся каждую неделю. Ведь это не просто танец, а целая история под красивую музыку, когда на сцене постоянно меняются костюмы и декорации. А цепляет людей такое шоу, конечно же, своей яркостью и зарядом положительных эмоций. Сегодня в нашей студии 2 участника проекта «Танцуй». Это Анна Пальто, преподаватель хореографической дисциплины детской школы искусств городского округа Жатай, руководитель хореографического ансамбля «Гармония», и Михаил Сафонов, начальник ПТО «Саханефтегазсбыт», филиала «Якутская нефтебаза». Доброе утро. Доброе утро. Очень рады вас видеть. Уже посмотрели кадры, немножко познакомились. Но давайте вспомним ваш дебют. Он состоялся в воскресенье. Какие ощущения, какие эмоции? Почему выбрали именно эту постановку? Так, давайте, наверное, начну я. Почему выбрали эту постановку? Я подумала так, что начнем с самого простого. И мы сделали русский танец «Проходка». Я не скажу, что он был легкий, но он был сдержанный. Все эмоции должны были быть аккуратненько, все по нарастающей. Ну, вот мы как раз видим кадры. Да. Ну и потом, как правильно подметили члены жюри, это душа. Здесь открывается душа, поэтому мы решили начать с этого танца. Дальше будет сложнее. Сложнее, да. Как ваше впечатление? Эмоции зашкаливали, адреналин стрелял и в ноги, и в тело, ноги не двигались. Ну, по кадрам не скажешь, все хорошо. Старался сдерживаться, себя сдерживал в этом отношении. Даже успокаивал Анну. Анна, успокойся, все нормально, все будет хорошо. Не обращай внимания на камеры, смотри на сцену, танцуем вместе. Это был первый опыт такого проекта и для вас, и для вас? Да, конечно, это был первый опыт, абсолютно первый опыт. И еще на телевидении, еще под камеры. Зашел, все в фонарях светится. Для меня это было как открытие новой какой-то страны чудес, телевидения. То есть я такого даже не ожидал. Приятно, интересно все, в общем-то.
И для меня, я проработала практически 25 лет с детьми. Я все время кого-то готовила на сцену, все выходили на сцену танцевать, а здесь пришлось выйти самой. Страшно, если честно. Хотя все детство танцевали. Как проходят тренировки? Проходят тренировки у нас абсолютно всегда, и утром, и в обед, и вечером. То есть мы успеваем, стараемся успеть. Я успеваю из-за того, чтобы не подвести Анну, потому что как бы я человек не танцующий. Ну где танцуем? Танцуем всегда где? На свадьбах, на юбилеях, на днях рождения, клубах. А так, чтобы профессионально именно двигаться, научиться, это надо уметь. То есть даже элементарное движение, казалось бы, со стороны легкое, а на самом деле ничего подобного. Оно абсолютно тяжелое. Ну как, он добросовестный ученик? Да, он старательный ученик, музыкальный, старательный. Обязательный даже, я бы могла сказать так. А учитель как у нас? Учитель у нас строгий? Замечательный. Ну, она не строгая. В меру. Да, в меру. Ну, то есть, может даже сказать, ну, то что, давай там быстрее еще. Получается. Пытаемся, тренируемся, занимаемся. Не хватало в жизни танца, что решились поучаствовать? Получилось так, что танцы, как я пришел в этот проект, я уже говорил немножечко про это. Утром проснулся, звонок. Звонок, мне Анна звонит. Миша, у меня там был напарник, но он уехал в командировку, никого нету. Ты не хочешь поучаствовать? Я сказал, можно подумать? Она говорит, ну, думай. И я особо-то и не думал, как бы потом уже мне звонок, если очередной поступил, ну все, ты уже в проекте. То есть участие было предопределено? Да. Это точно. Вам вот как участие в проекте, почему решились стать преподавателем и показать свою систему обучения на взрослом уже человеке на телеканале? Вообще изначально я не хотела участвовать. Мне вот как раз-таки Виталина, про которую говорит, что она победительница первого сезона, она мне сразу предложила, Анна Викторовна будет второй, как правильно сказать? Сезон. Второй сезон, да. Вы хотите? Я говорю, Виталин, нет, очень много работы занято. Но потом подумала, и когда Юля позвонила, я думаю, наверное, надо попробовать, потому что каждый раз дети говорят, Анна Викторовна, вы почему не танцуете? Анна Викторовна, вы почему не танцуете? Я думаю, наверное, настал тот момент, когда надо сходить и потанцевать. Ну и потом обращая внимание, что дети и взрослые, человек не танцующий, можно сказать, Михаил, он не танцующий, он не имеет базы вообще. Это примерно то же самое, что ребенок. И для меня это тоже испытание. За неделю человека научить народному танцу, бальному танцу, любому другому танцу, основу движений дать, это, конечно, жвачка для меня тоже такая, для мозга хорошая. Такой настоящий вызов. Да, это для меня тоже, скажем, есть о чем задуматься и поработать. На что вы нацелены? Вы нацелены на победу или все-таки при максимально добросовестном участии показать лучший результат? Шел-то я, конечно, даже не знал, не подразумевал каких-то там целей и результатов. А когда поучаствовал, даже интересно стало. То есть и участие, и при этом охота, конечно, каких-то целей достичь. То есть не просто так останавливаться на чем-то теперь. Познакомились с другими парами? Как оценили их работу? Может быть, с кем-то уже подружились? Да, мы там познакомились все. Коллектив оказался дружный, все пары дружные, отзывчивые. То есть друг друга все поддерживают теплым словом, встречаем там за кулисами друг друга, радостными аплодисментами, обнимашками. Да, и вот я для себя, несмотря на возраст участников, у нас получается две пары такие, скажем, постарше, мы и Туяра с Алексеем, а остальные помладше. Но несмотря на этот возраст, хочу сказать, что тоже впереди. Я рассуждаю как хореограф с позиции, что те, кто выступает в роли хореографа, сейчас там работают, довольно-таки амбициозные есть. Задатки могут и будут, на мой взгляд, будут хорошими преподавателями. То есть будет такой обмен опытом. Да, и у них, между прочим, есть чему поучиться. У молодежи есть чему поучиться и посмотреть. Пока, мне нравится все. Я считаю, что довольно-таки уровень участников и хореографов сильный. Хороший. Хорошая оценка. А как восприняли родные и близкие, особенно у подопечного? У меня вообще все знакомые, родственники, близкие восприняли первоапрельской шуткой. Говорят, ты, наверное, шутишь, сейчас уже даже отписываются, а мы думали, это ты пошутил. Я говорю, да не шутил, я, в общем-то, серьезно, и конкурс серьезно танцую. А так поддержали, все в целом поддержали.
как ваши родные, как ваши ученики восприняли? Ну, ученики очень обрадовались, они ждут, что я их возьму с собой в эфир, что когда будут съемки, ждут ссылки каждый раз. Близкие, дети сказали: мама, ну, конечно, давай, дерзай. Муж поставил не то, что под сомнение, он спросил так: тебе мало всего остального, что у тебя есть работа, вот эта беготня? Я говорю: ну, это моя работа, наверное, в этом тоже заключается. Поэтому нет, все отнеслись с пониманием и довольно-таки ждут тоже все результаты. Но мы тоже с нетерпением ждем вашего следующего выступления. Будем поддерживать, как и всех участников. Желаем успехов. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Количество жертв дистанционных мошенников в России растет год от года. Люди продолжают верить лжеброкерам, лжесотрудникам полиции и банков и переводить им крупные суммы денег. В прошлом году на территории республики было зарегистрировано 3535 преступлений в сфере информационных технологий. Из них 90% – это мошеннические действия с использованием технологий. В прошлом году по указу президента России в структуре Министерства внутренних дел создано новое подразделение по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, в работу которых входит в том числе и борьба с кибермошенничеством. Всем уже известно, и об этом уже министр внутренних дел по республике Саха-Якутия во время отчета перед депутатами ЛТМН информировал, что звонки идут с Украины. Это уже достоверный факт. 90% всех совершаемых мошеннических действий именно проходят с той стороны. Денежные средства направляются, как правило, через Европейские союзы, через, скажем так, недобросовестных граждан Российской Федерации в ту сторону. И тем самым осложняется именно поиск и задержание лиц, причастных к данным преступлениям. Но работа ведется на постоянной основе. Дети участников СВО могут получить рабочие профессии благодаря выигранному учреждением гранту у главы республики. Всего проектом «Свои» должны охватить около 200 детей военнослужащих. Сейчас 129 детей проходят обучение по разным программам профессионального обучения. Старшеклассники могут получить такие профессии, как водитель категории А, Б, фотограф, младшая медицинская сестра, управление беспилотными летательными аппаратами, графический дизайн и другое. В Якутск привезли крупную партию оленьих шкур из Оленюкского района. Они в дальнейшем будут отправлены бойцам из отряда «Ботур» в зону специальной военной операции. Спектр применения настоящих оленьих шкур многообразен, но одной из самых важных функций является польза для снайперов. Под шкурой животного заметить человека сложно даже вооруженным взглядом. Натуральный и богатый мех северного оленя согреет солдат в сильные морозы, а также им можно утеплить спальники в походных условиях и использовать как подстилки или даже вырезать из них стельки для берцев. Идет передача нашим добровольцам «Ботур» оленьих шкур. Мы знаем, что оленьи шкуры не то, что сейчас сказали выступающие, не только от тепловизионного прицела. Мы знаем, что там сыро, холодно, и все наши ребята, охотники, которые всегда пользуются этим материалом. Это самый удобный материал для того, чтобы использовать как матрас. В Якутии проходит региональный этап всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Около 70 школьников приняли участие, чтобы показать мастерство владения пультом управления FPV-дронов в скоростном пилотировании на специальном симуляторе. Кроме этого, их ждет теоретическая часть задания. Всего на региональный этап прибыло 17 команд из 12 районов республики. Каждая команда состоит из 4 человек – наставника, 2 пилотов и техника-инженера. Итогом пилотирования является сумма времени лучших результатов обоих пилотов. Победители регионального этапа примут участие во всероссийском конкурсе, который состоится в Москве. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, чтобы быть в курсе всех новостей, не забываем про наш телеграм-канал. Подписывайтесь, и тогда настроение будет чудесным целый день. Мы делимся советами, новостями, заметками, и все это можно найти там. Переходите, подписывайтесь, будьте с нами не только с утра.
Весна на НВК. Так называется ежегодная акция, проводимая нашей компанией в это время года. Съемочная группа нашего телеканала в этот раз отправилась в Алекминский район. В прошлые годы мы уже посетили города Мирный, Ленск, Алдан, Нерюнгри, Томмот. Теперь будем знакомить вас с Алекминским районом, с краем богатой историей, культурой и традициями. И уже завтра мои коллеги выйдут оттуда на прямую связь с нашей студией, чтобы рассказать об особенностях Алекмы, ее людях. Не пропустите специальный выпуск утреннего эфира. Помимо этого, коллеги из новостей службы также будут переходить в эфир из Алекминска. Дорогие друзья, это очень интересный проект, потому что важно знакомиться с нашей республикой, рассказывать, какие у нас замечательные люди, замечательная история и прямая связь. Ну, кстати, Руслан тоже туда уехал, оставил меня здесь вместе с вами. Завтра мы увидим его в эфире. Но двигаемся далее. Таким было утро четверга, а завершим мы его красивыми кадрами из Китая. Тысячи вишневых деревьев зацвели в парке Юанчжоу в китайском городе Уси. На кадрах, снятых в понедельник, посетители гуляют по разноцветным аллеям. У нас сегодня хорошее настроение. Пришли в сад, чтобы пообщаться с друзьями. Мы рады видеть в Уси людей, приезжающих отовсюду, сказала местная жительница. Парк на полуострове Юанчжоу создан в 1916 году. Сегодня его площадь составляет 5,39 квадратных километра, на которых растут более 100 сортов вишневых деревьев. В октябре 2012 года парк получил статус туристической зоны высшей государственной категории. Какие чудесные кадры. На аллеях видно столько людей. То есть, представляете, из разных уголков все приезжают посмотреть на это чудо цветения вишни. Сколько кадров в аниме, сколько кадров в кинофильмах. Увидеть своими глазами – это потрясающее ощущение. Вот даже сейчас, погружаясь в картинку на телеэкранах, вы можете представить себе какие-то чудесные мгновения, представить вот эту весну такую с вишнями. Ну и, конечно, зарядиться энергией, чтобы и ваш день был таким же солнечным и ярким. Ароматы витают потрясающие, тоже нельзя их ни с чем сравнить. Можно даже вдохновиться и написать какую-нибудь весеннюю картину. Потому что, видите, люди танцуют, а вы можете картину написать, если нет времени танцевать. Кстати, зарядиться энергетикой для танца тоже можно наверняка. Может быть, поставить постановку на свадьбе родных и близких, навеянную цветением вишни, этими белыми лепестками, которые кружатся. В общем, потрясающе. Дорогие друзья, ну а чтобы настроение было весенним, нужно правильно одеваться. Поэтому прямо сейчас спешу вас познакомить с прогнозом погоды. Во-первых, в центральных районах сегодня -4, -9, в Заречной группе 5-15 градусов холода, в южных 4-8 градусов мороза, в Вилюйской группе -5, -6, в Нижнеленских 10-16 градусов ниже 0, в западных -4, -6, в Колымо-Индигирской группе улусов 16-27 градусов мороза, в Янских 14-28 ниже 0. На северо-западе 10-32 градусов холода. В Якутске температура в 6 часов утра составила -4 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер у нас западно-юго-западный 1 метр в секунду, ну а днем все просто прекрасно. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, а температура 1-3 градусов тепла. Я вас с этим поздравляю. Смотрите, какие кадры уже весенние. Мы вас тоже заряжаем, настроим на весну. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь полезными советами. То есть применяйте их в жизнь, воплощайте просто. Сегодня мы рассказали вам и как заплетаться, и как отрастить волосы. Все это поможет вам изменить ваш образ к весне, да? Это, дорогие дамы, для вас. Ну и, конечно, всем рекомендуем, пока есть такая чудесная возможность, когда на улице тепло, но еще лежит снег, все так чисто, красиво, погулять в парке,
выйти на улицу, найти минутку хотя бы в обеденный перерыв, подышать воздухом, вздохнуть полной грудью, что зима наконец-то завершилась. И в Якутск пришла весна. Таким было наше сегодняшнее утро. Всем желаем, чтобы оно было ярким, замечательным, красочным. Если вы только открыли глаза, я передаю вам, что у нас было много всего интересного. Не пропустите завтрашний эфир «Утро Якутии» на Якутия-24. Желает всем доброго утра, хорошего настроения, отличного рабочего дня. И не забывайте, что завтра у нас эксклюзивный эфир из Алекминска. На прямой связи будут наши корреспонденты. На прямой связи будет Руслан Ачиров. Наконец-то хотя бы так мы будем в кадре вместе, а то, как всегда, уехал. Ну, до новых встреч. Пока-пока.